Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Вестник профсоюза образования». Мы расскажем вам о деятельности профсоюзов работников образования и ответим на все ваши вопросы. Смотрите сегодня в выпуске. Инспекционные поездки в школы республики. Профсоюз проверяет работу первички на местах. Профактивисты детских садов собрались на семинар в Доме профсоюза. Говорили о самом наболевшем. Что делают психологи в профсоюзе образования? Сюжет о первичной организации школы номер 9. Новый год для профсоюза начался с инспекционных поездок по школам. Рабочая группа, руководители разных отделов выехали ознакомиться с работой первичек в городских школах. Начали со школы номер 25. Ну и наша съемочная группа, как всегда, сопровождала их. Как известно, в профсоюзе начался новый отчетный период. В плане дальнейшего развития Республиканского совета профсоюза образования основной акцент поставлен на работу с первичными организациями. В беседе с председателем первички Сацитой Татаевой члены рабочей группы интересовались, вся ли документация в порядке, какие заявления поступают от членов профсоюза, возникают ли конфликты в школе. Сацит, как у вас складываются отношения с руководством? Но как я вот сюда, можно сказать, как меня избрали председателем профкома, у меня очень хорошие отношения с руководством. Вы это сами видите по кабинету, по любое время, когда вы приходите в гости, наш директор, администрация вас встречает. И вообще наши отношения с ними, вот, они всегда, если какие-то, я предлагаю какая-то инициатива со стороны профсоюза, они всегда идут к нам навстречу. В этом плане у меня никогда не было с ними никаких конфликтов. Кстати, у вас базовая первичная организация. Как вы ведете работу с электронной почтой? Конечно, у нас есть электронная почта. Непосредственно вот у меня своя электронная, не школьная, а именно своя электронная почта есть. И вся информация, которая пересылается султаном, я каждый день это открываю, смотрю, если есть какие-то поручения, сразу, вот, знаете, я всегда это выполняю, отправляю, также скачиваю для себя необходимый материал, раскладываю, ознакомливаюсь с этим материалом своих членов, да и не только членов, но и всех работников. Если есть какая-то интересная информация, я всегда им говорю. Руководством профсоюза образования была поставлена задача перед работниками аппарата Республиканского совета профсоюза каждую неделю посещать каждую среду первичную профсоюзную организацию с целью изучения их работы. Мы ознакомливаемся с документацией первичной профсоюзной организации, с методами и формами ведения профсоюзной работы, также с уровнем оповещенности, то есть информированности рядовых членов профсоюзов и методами информационной работы. При выявлении проблемных участков в профсоюзной работе мы на месте стараемся консультировать профактив. В итоге, по завершению всех этих выездных мероприятий, мы наиболее часто встречающиеся проблемные вопросы будем решать посредством информирования профактива через информационные ресурсы нашей организации, выпуском методической литературы и корректировкой программы постоянно действующих семинаров. Далее рабочая группа выехала в гимназию «Марьям». Здесь также руководитель первички Роза Такаева рассказала о своей работе и получила ценные рекомендации от опытных сотрудников профсоюза. В вашей работе профсоюзной организации вообще у вас возникают какие проблемы? С какими проблемами обращаются члены профсоюза? И вообще что-нибудь мешает, и что мешает, если мешает вашей работе профсоюзной организации в данном учреждении? Ну, если мы будем говорить о взаимосвязи, взаимодействии администрации и профсоюзной нашей первички, то таких, можно сказать, столкновений, чтобы недопонимания у нас не было. Единственное, бывало так, что, например, не было начисления заработной платы по вине, допустим, бухгалтерии. А так, чтобы у нас проблем у нас не было. В основном у нас обращаются за помощью, это у всех одинаково, это в основном материальная помощь. Потом интересуются, например, чем занимается профсоюз, чем он может оказать помощь. Роза, у вас есть комиссия, знаю, по направлениям. Работают эти комиссии, заседают, они собираются? Да, они собираются. В последнее время они очень часто здесь собираются, потому что я вам как сказала, новая комиссия – это по работе с молодежью. У нас в последнее время очень много прибыло в школу молодых специалистов,
И вот мы их потихоньку привлекаем к нашей работе. Роза – учитель истории и обществознания. Ей без труда удается совмещать две должности. Совсем недавно, в декабре, ее наградили почетной грамотой и денежной премией на отчетной выборной конференции профсоюза. Помимо этого, ей вручили красную ленту с надписью «Лидер». Это значит, что она среди лучших профактивистов республики. Сегодня комиссия проверила в основном документацию. Она интересовалась деятельностью нашей профсоюзной организации, чем она живет, чем дышит, как происходит взаимодействие администрации и нашей профсоюзной организации, с какими вопросами обращаются к нам. Я рассказала им о том, что в основном это проблемы бывают, касающиеся это санаторных путевок. У нас учителя очень часто болеют, поэтому на лечение выехать, например, на собственные средства они не в состоянии, поэтому если бы хотя бы путевки доставались бы немного дешевле. Далее у нас были вопросы, поднимались вопросы, это касающиеся, например, техперсонала. Они у нас не получали надбавку, вот именно с сентября месяца, почему-то именно учителям добавили, а техперсоналу сказать, что им не будет надбавка. И вот этот вопрос мы с администрацией тоже вместе решали, мы обращались к ним именно с техперсоналом, председателем профгруппы техперсонала. Мы подходили к директору нашему и просили, чтобы он поднимал этот вопрос в департаменте, в министерстве, чтобы хотя бы какая-то надбавка была техперсоналу. Им тоже добавили, правда немного, но все равно 500-600 рублей им добавили. Такие поездки, которые мы сейчас были свидетелем, которых вы были, это и есть одно из направлений, где мы оказываем практическую, методическую помощь, встречи с членами профсоюза. Естественно, первыми на такую работу выехал организационный отдел аппарата Совета профсоюза, потому что он планирует эти выезды. Сейчас еженедельно, каждую среду, все специалисты аппарата будут выезжать в первичные организации, дабы знакомиться с работой на местах, именно в первичных организациях. В профсоюзе должны работать психологи, утверждает председатель первичной организации школы номер 9. О нем наш следующий сюжет. Смотрим. Все школы на первый взгляд похожи друг на друга. Один распорядок дня, одна школьная программа и форма, но все же есть у каждой из них своя атмосфера. 9-я средняя школа находится на окраине Грозного. Красивый пейзаж, чистый ухоженный двор. Жаль, вы не приехали весной, говорит Рустам Мусаев, тогда вы точно поняли бы, за что мы любим нашу школу. Вот уже 7 лет, как Рустам здесь работает психологом. Первый же год его работы коллектив избрал защищать свои права, и он возглавил первичную организацию. Совмещая работу психолога и профсоюзного лидера, профкома, конечно же, очень легко бывает, легко знать проблему изнутри, То есть, конечно, на сегодняшний день профсоюз очень занят, поставил себе одним из целей, это улучшение материального состояния педагогических работников, работой над тем, чтобы улучшить их физическое состояние, то есть санаторно-курортное лечение. Но также мы не должны забывать о эмоциональном состоянии каждого работника. И в этом плане мне помогает моя специальность психолога. В школе 81 сотрудник и все члены профсоюза. Рукият Шамаева, техничка с 20-летним стажем, рассказывает, как однажды Рустам выручил весь коллектив школы. Он во всем нам помогал, в чем мы нуждались. Даже нам было очень трудно, чтобы поехать, стоять в очередях этих. Некогда даже у нас и времени не было на это. Он сам ездил, все улаживал наши дела. Медицинские полисы, все он делал для нас, для всех коллективов. Даже нашим членам семьям, нашим детям, всем он помогал. Он никогда ни в чем не отказывается. Не то, что в работе, он даже на своей собственной машине, куда нам надо, отвезет нас, привезет нас, и все для нас делает. Только хорошее. В профсоюзе должны работать психологи, уверен Рустам. Ведь сюда приходят люди с разными проблемами. Каждого надо выслушать, понять, помочь. Кто справится с этим лучше психолога? Было бы хорошо, я хотел бы выступить с таким предложением, чтобы вновь избирающихся профсоюзных лидеров старались бы выдвигать именно кандидатуру психолога, который на месте в школе может проводить такие
тренинги с учителями, которые знают всю эту проблему, будет, то есть даже элементарно, когда учитель может обратиться к психологу со своей какой-то личной проблемой, будь это групповое занятие, будь это индивидуальная работа, психолог сможет помочь, так как он, во-первых, профсоюзный лидер, правком, и то, что он психолог на месте. Марьям Абдулвагапова – старшая вожатая школы. Несправедливо забытая многими, но очень важная работа. Марьям организовывает все школьные мероприятия, устраивает конкурсы, приобщает детей к общественной деятельности. Вы у нас патриотический отряд «Юные кадыровцы», и вы должны очень серьезно относиться к этому вопросу, хорошо? И к конкурсу обязательно. Совсем недавно у Марьям возникли проблемы. Заболел ребенок. Необходимо было срочно выехать на иногороднее лечение. Недолго думая, она направилась в кабинет Рустама и рассказала о своем непростом положении. В прошлом году при необходимости мне нужна была сумма в размере 20 тысяч. Как правком я к нему обратилась с заявлением, чтобы получить кредит, профсоюзный кредит. И в течение 2 недель Рустам Юсупович мне помог получить этот кредит. И благодаря ему, и благодаря его работе я смогла поехать за пределы республики со своим ребенком и обследовать своего ребенка. И я благодарна Рустаму и профсоюзу образования за оказанную мне поддержку, и хотелось бы сказать огромное спасибо. В жизни всегда встречаются сложности. Так всегда было. Но главное, что есть кому обратиться за помощью. Бывает, конечно, чаще всего обращаются с вопросами это о заработной плате. Бывают такие моменты, когда кому-то неправильно начислили, где-то упущение какое-то было. С этими проблемами обращаются. А также обращаются с проблемой санаторно-курортном лечении, которые мы обсуждаем такие вопросы очень часто. Есть у вас какие-нибудь вопросы? Есть у нас вопросы, мы как раз обсуждали этот вопрос. Вот по поводу путевок. Если скидки, можем мы по скидкам приобрести путевки летом отдохнуть, чтобы поправить здоровье? Всем желающим, кто хочет получить путевку на летний период, вначале нужно написать заявление, в каком санатории, по какой период он хочет провести санаторно-курортное лечение. Для начала нужно написать заявление, потом с этими заявлениями мы будем уже обращаться дальше в профсоюз. Тая Бицеева, учитель начальных классов. Сейчас она рассказывает детям об окружающем нас мире. А что мы вдыхаем при дыхании? Чем мы дышим? Тая Халитовна вспоминает, как она и ее коллеги столкнулись с проблемой неверного начисления заработной платы. Они тут же обратились к Рустаму и совместно с руководством школы нашли выходы из сложившейся ситуации. По поводу заработной платы у нас были вопросы, непонятности были. И вот мы обратились к Рустаму, и он поехал в бухгалтерию, выяснил, так как новая система оплаты труда с начала учебного года была, и была введена, у нас возникли вопросы. Непонятно было, по какой схеме оплата идет, симулирующей, как начисляется, и вообще по поводу ставки заработной платы. И еще у нас по линии профсоюза мы обращались, оказывается, есть у нас кредитный фонд по профсоюзу. И мы в конце прошлого года, учебного года, написали заявление о вступлении в этот кредитный фонд. И тот, кто остро нуждается в силу каких-то ситуаций, может обратиться и взять сумму, воспользоваться суммой до 50 тысяч, воспользоваться этой суммой. Некоторые ошибочно считают, что профсоюз настроен враждебно к руководству образовательных учреждений, но на самом деле все это ровно наоборот. Администрация школы и профком должны находить общий язык для того, чтобы создать благоприятные условия для работы педагогов. Вся его работа нацелена на то, чтобы наладить взаимосвязь между администрацией школы и педколлективом. И занятия, которые мы проводим в профсоюзных кружках, позволяют нам разрешать трудовые споры, которые возникают в коллективе. Вообще-то человек, он очень порядочный, добрый, человек, которому мы действительно нуждаемся. И как психолог, и как
председатель профсоюзной организации, он для нас незаменим. Рустам не делит свою работу на психолога и профактивиста. Эти профессии слишком связаны друг с другом, говорит он. Сейчас Рустам готовит кабинет к приходу учеников. Мальчики слишком активно ведут себя в классе, мешая работать учителю. К тому же после 5-го урока дети устают и нуждаются в релаксации. Вы видите зеленое поле перед собой. Вы видели солнце. Приятное ощущение от солнца. Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа правозащитного отдела. Давайте посмотрим, с какими вопросами к ним обращаются работники образования. Юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Подлежат ли оплате праздничные дни, которые приходятся на период учебных отпусков? При определении среднего заработка для оплаты дополнительных учебных отпусков оплате подлежат все календарные дни, включая нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период данного отпуска. А отпуск предоставляется в строгом соответствии со справкой-вызовом, полученной от учебного заведения. Этот пункт регулируется положением об особенностях исчисления заработной платы, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года за номером 922, пункт 14. В каком порядке рассчитывается компенсация за неиспользованный отпуск? В соответствии с тем же положением, пункт 10, среднедневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованный отпуск исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной, на расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней, которое составляет 29,3. У меня появилась задолженность по оплате за газ. Не понимаю, откуда она взялась. Я регулярно платила, и долгов у меня не должно быть. Что мне делать в этой ситуации? В этой ситуации я вам посоветую обратиться в абонентский отдел и получить там расчет задолженности, сверку задолженности. А затем сравнить ваши квитанции с данными в этом расчете. Если после этого у вас останутся какие-то вопросы, советую обратиться с письменным заявлением на имя начальника абонентского отдела, в котором вы можете изложить свое видение. Дождаться ответа, и если же ответ вас не устроит или же вы не дождетесь ответа, то вы уже можете обратиться в суд. Если у вас также появились вопросы, можете написать письмо профсоюзу. Адрес вы видите на экране. А далее материалы о работе семинаров. В Дом профсоюзов съехались председатели первичных организаций дошкольных учреждений. Проще говоря, профактивисты детских садов. Вы первые ласточки, которые пришли на первый семинар. А этих семинаров для дошкольников у нас 3 будет. Потому что у нас 228 дошкольных учреждений в республике, поэтому всех собрать в один раз мы не смогли, а разделили на 3 потока. Для председателей профактивистов дошкольных учреждений провели семинар, на котором они узнали для себя много нового и полезного. Например, об основных направлениях правозащитной деятельности именно в учреждениях дошкольного образования. Говорили о заработной плате и о социальных гарантиях работников. Вот в этом положении написано, что базовый оклад воспитателя, ваша ставка воспитателя 9095 рублей. Вы, наверное, уже в курсе дела, вам уже с сентября начисляют 9095. Дальше вам повезло, что раньше указом президента или главы республики вам добавляют 50% от ставки. Что вы делаете? 9095 прибавить 3193 рубля, прибавить 1000 рублей, если в группе много детей, и выходит зарплата. Ставка, чистая зарплата у воспитателя, который находится на одной ставке. В общем, на семинаре выступили специалисты по всем основным направлениям профсоюзной работы. Поговорили о профкружках и о важности знаний в сфере информационных технологий. Новички получили много информации, те, что с опытом профсоюзной работы узнали о нововведениях 2015 года. Я приехал из Шалинского района. Сегодня я увидел здесь очень много новых лиц, и старые здесь, которые работали раньше. Мы узнали сегодня очень много, так как это в нашей работе нам в дальнейшем пригодится. В каждом семинаре
нам дают новые информации, новые дополнения. Это очень поможет нам в дальнейшей работе. С радостью проходим, потому что узнаем все много хорошего для себя, и мы можем в любое время опереться на наши республиканские профсоюзные организации, и они нам помогут во всем разобраться, если у нас какие-нибудь возникнут конфликты или что-нибудь по юридической, если нам возникают какие-то вопросы по жилищно-коммунальным хозяйствам или по какому-нибудь другому вопросу. И это вообще семинары и конференции очень полезны для нас. Это все, что мы успели вам рассказать. За кадром осталось еще много интересного, но у вас есть шанс увидеть все на сайте resavет.ru. До новых встреч. Адикюэлш.